Lekin hurmetli seyirciler, multfilmden son yayınımızın devam etemiz. Elbette, papelerinin dünyasına biz daldık, şimdi ise nelerini yapmağa gerek? Adeti uzre olğanı gibi stüdyamızda misafirini kabul etmege, meraklı bir mevzu üzerinde öyle bir güzel sübiyetini geçirmege. Men bilesem, böyle bir sübiyetinin vakti da keldi. Keliniz beraberlikte bizim növbеттeki misafirimizden tanış olayıq. Elbette tanış olamaz aziz teleseyirciler. Bugün bizim misafirimiz Anastasiya Polkanova, Kırım Cumhuriyeti Kırım'da Karayimlerinin Regional Milli Medeni Muhtariyetinin Cemaat Teşkilatı'nın reis muavini. Selamun aleyküm, здравствуйте. Yaxşı. Sabahlarınız hayırlı olsun. С чего началось ваше утро? Я сомневаюсь, что мое утро началось. Проснулась 15 минут назад. Гостеприимно меня встретили с чашечкой кофе, поэтому утро налаживается. Анастасия, скажите, пожалуйста, вы представитель караимов, даже можно так сказать. А сколько сейчас караимов в Крыму? В Крыму официально по переписи 535 человек. Но я думаю, что больше человек 800 в Крыму, а в мире осталось всего не более 2000 караимов. Как мы знаем, что крымско-татарский язык и караимский язык похожи, у вас есть караимские, языковые какие-нибудь курсы? Собираетесь ли вы? Да, вот недавно буквально мы открыли школу языка караимского. Каждую среду она проходит у нас, и возраст колеблется от 5 лет до 85 лет. То есть приходят все желающие, кто хочет научиться и выучить. К сожалению, носителей осталось очень мало караимского языка, поэтому сейчас мы стараемся возрождать язык, потому что пока жив язык народа, жив и сам народ. Вот. Ну, каждую среду мы собираемся в Киноса. Киноса – это молитвенный дом крымских караимов. 2,5 года назад нам передали в пользование Киноса, поэтому это наше пока что единственное место для встреч. Так, чтобы компактно собраться. Вот. Проходит у нас там школа языка. И по сравнению, конечно, с показателями 5 лет назад, 10 лет назад, мы продвинулись. Действительно продвинулись. И сейчас уже достаточно, гораздо больше носителей караимского языка. А помимо изучения языка проводятся ли другие мероприятия? Конечно, проводятся. У нас есть организация «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов в Крыму». На данный момент это самая большая организация в мире, крымско-караимская. Вот. Проводим мы разные мероприятия. Вот месяц назад у нас прошел праздник урожая, Орак-Тою. Мы проводили его тоже в Киноса. Праздник урожая – это праздник, посвященный сбору урожая. И такой есть ритуал на виноградную беседку развешивать фрукты, и детки потом собирают фрукты. Вот. Ну, у нас праздников очень много. Еще недавно у нас прошел праздник караимского пирожка. Были мастер-классы по лепке пирожков, по рецептуре. Старейшины нам показывали, как лепить пирожки, и дети с удовольствием их лепили. Ну, как лепили, ели, а мамы долепливали. Вот. Но в целом получилось замечательно. А чем вы занимаетесь в свободное время, как представитель? Свободного времени у меня нет. В свободное время как раз я занимаюсь караимами. И не в свободное караимами. В общем, это моя жизненная цель, это моя вообще, в принципе, жизнь. Я выбрала для себя это дело, поэтому я только, в принципе, караимами и занимаюсь. Ну, еще и учусь в свободное время, в принципе, в университете. Изучаю турецкий язык для того, чтобы как раз потом было легче выучить караимский. Ага, интересно на самом деле. Вот вы сказали про курсы, да, изучения языка. А много ли людей вообще посещает эти курсы? Да, много. Ну, все познано в сравнении, но в масштабе нашей организации очень много. Потому что весь класс заполнен. И причем ходят не только крымские караимы. В принципе, те, кто хотят просто выучить караимский язык. И занятия рассчитаны на час, но мы все задерживаемся там на 2,5, на 3 часа, потому что самое интересное это не сам урок, а потом беседы после урока за чашечкой чая, конфетами и так далее и тому подобное. И знакомиться, да, молодежь? Знакомиться, молодежь, да. У нас есть мероприятие, направленное конкретно на знакомство молодежи караимской. Это Дни паломничества на Джуфткале. Вот в этом году у нас был 20-й юбилейный лагерь, мы так его между собой называем, на Джуфткале. Джуфткале – это наше родовое гнездо.
И там мы собираемся в древних усадьбах. У нас там тоже есть храм Киноса, который мы посещаем, который рабочий храм Киноса. Мы там проводим молебны. И каждый год собираемся в лагере для того, чтобы перезнакомиться. Ну, где еще, правильно, мы можем побыть? Тем более 10 дней в нашем мире без гаджетов, без электричества, без воды, без света. Реально и очень даже весело. Поэтому, ну, потом приезжаешь и думаешь, нет, надо на месяцок еще задержаться. Интересно. А помимо вот все-таки изучения языка, по-любому же должна быть такая вот изучение истории. Ну, конечно. У нас после языковых курсов еще и лекции по истории и культуре нашего народа для того, чтобы малышам и молодежи рассказывать про традиции. Потому что у караимов очень важны обычаи и традиции. Есть даже такая караимская пословица «обычай – половина веры». То есть обычаям и традициям мы уделяем достойное место, поэтому, конечно, каждую субботу после молебна и каждую среду после школы языка у нас маленькие лекции по истории и культуре. Ну а также, в принципе, в неформальном общении молодежь общается со старейшинами и узнает это из уст в уста. Проводятся ли какие-нибудь фестивали у вас, если есть? Фестивали, ну, Да. мы участвуем, в принципе, во всех мероприятиях, которые предлагает нам Крым, так скажем. И мы чувствуем поддержку от других национальностей и ценим это. Вот, поэтому мы везде участвуем, куда нас приглашают, но пока что самостоятельно какой-то фестиваль организовать мы не можем. У нас не хватает ресурсов, но это понятное дело, как обычно. Вот. Но мы организовываем очень много своих мероприятий, и вот, допустим, эти Дни паломничества в Кали – это своеобразный фестиваль. Потому что там мы живем, как в древности жили наши предки. То есть это такой фестиваль. Хорошо. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу и потом продолжим. Урметли сейерчилер, yayınımızda devam edecekmiz ama bundan evvel biraz öyle kısa reklama.